Святая гора Афон занимает совершенно особое место в истории русской святости, в истории русского монашества. Собственно говоря, монашество на Руси, в Киевской еще Руси, возникло под влиянием Афона. Основоположник Киево-Печерской лавры, преподобный Антоний, почерпнул монашеский опыт на Святой горе Афон. И в течение 1000 лет множество иноков наших проходили духовную подготовку на Святой горе Афон, а затем, возвращаясь с Афона, несли сюда, к нам, в Россию, замечательный опыт умного делания, строгой подвижнической монашеской жизни. Последним из таких знаменитых афонских старцев, причисленных к лику святых, был старец Силуан, о котором мы сегодня вам и расскажем. Из века в век душа русского человека томится о спасении своем через бегство от мира. Томится по земле заповедной, где все иначе, чем вокруг, где никто и ничто не отвлекает душу от молитвы, от любви к Создателю своему. Те счастливые, кто ходил в эту землю, разносили потом по крестьянской Руси молву, похожую на сказку. Там горы и леса, и море океан омывает отовсюду белые береговые камни. Там каждому довольно для пропитания хлеба, плодов и рыб. Там подобные гнездовьям орлов монастыри-крепости. Там всякий труд радостен и благодатен. Там из келий слышится пение, похожее на вздох. Скучает по тебе, Господи, душа моя. Уже на склоне лет старец Силуан вспоминал с теплым чувством своего родителя. Однажды мы шли мимо нашего поля, и я сказал ему: смотри, у нас воруют снопы. А он мне говорит: сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит. А кто ворует, стало быть, у него нужда есть. Я бывало ему скажу: ты даешь много милостыни, а вон там лучше нас живут, а дают меньше. А он мне скажет: сынок, Господь нам подаст. И Господь не посрамил надежды. Семья, в которой вырос будущий святой Силуан, в миру Семен Антонов, классическое русское крестьянство. Неустанный от детских лет до старости труд на земле. Труд невыносимый без помощи смиренной молитвы. Но это и щедрость, размах в милосердии, в веселье, даже в гульбе. Семен с отроческой поры наделен физической мощью и часто не знает, на что ее потратить. В сельском трактире может четверть водки выпить и не запьянеть. Дома на Пасху мать варит для него целый чугунок яиц, 500 штук. Парни, сверстники боятся его крепкого кулака, а девки отовсюду сбегаются на позывные его гармошки. Земля вокруг под стать его силе. Дон течет не вдали, мимо древней Лебедяни. Во всю грудь дышат богатырские, тамбовские да тульские черноземы. И Куликово поле пешком до него можно дойти. И Лев Толстой почти по соседству. И тоже, говорят, землю пашет. И древние монастыри в округе. Варвара из села Шовская, нынешняя хозяйка дома, где жил когда-то Семен Антонов, рассказывает. Он жил, был сильный парень, дрался, на гармошке играл, вино пил, а потом
приснился ему сон, укусила его змея. И показалась женщина в облаченном виде. Подошла и сказала ему: уходи в монахи, а то она не отстанет от тебя. Он сказал отцу, матери, они против были, но он их не послушал. И хотел он уезжать до армии на Афонские горы. Отец сказал ему: отбудь армию, а потом тогда как хочешь. Служил Семен Антонов в Санкт-Петербурге в саперном батальоне лейб-гвардейского полка. Как-то отпустили его с 3 товарищами в город, коротали время в трактире за веселой беседой, а Семен все молчал, да вдруг и говорит: сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку и веселимся, а на Афоне теперь творят бдение и всю ночь будут молиться, кто же из нас на страшном суде лучший даст ответ. Какой ты человек, Семен, восхитился его друг. Мы слушаем музыку, веселимся, а он умом на Афоне, на страшном суде. Да, умом он был уже на Афоне. И потому раз и другой ездил в Кронштадт, надеясь совет получить у отца Иоанна. Уже в стенах Пантелеимонова монастыря, вспоминая свою солдатскую юность, рассказывал: отец Иоанн Кронштадтский – столб, достигавший от земли до неба. Помню, после литургии подали ему экипаж, он стал садиться, окружил его народ, ища благословения, но и в такой сутолоке душа его непрестанно пребывала в Боге, и в такой толпе он не рассеивался и не терял душевного мира, потому что любил народ. Под самый конец воинского своего срока Семен решил спросить у отца Иоанна благословения. Не застав его в Кронштадте, оставил письмо: «Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтоб мир меня не задержал». В необычайном душевном смятении, будто догадываясь, что заочно благословлен, Семен возвращается домой, но почти тут же начинает собираться в новую дорогу. Здесь, на Афоне, он проживет большую часть жизни, 45 лет из своих 72. Хотя скончался он в далеком уже 1938 году, и хотя никого уже не осталось в живых из тех, кто знал старца Силуана, нынешние обитатели русского Пантелеимонова монастыря прекрасно помнят места, связанные с его днями. Мельница и мельничная церковь. Здесь он нес первое свое на Афоне послушание, когда звали его еще мирским именем Семен. Здесь и произошло однажды событие, потрясшее его на всю жизнь. Собор святого Пантелеимона. Долгие часы ночных бдений стоял он в этих стенах. Здесь пострижен был в монахи, а позднее посвящен в схемонашеский образ. И в Покровский храм верхний, что в келейном корпусе, тоже поднимался тысячекратно по скрипучим лестницам. Теперь здесь, вблизи царских врат, возлежит в мощевике его честная глава. Старый Нагорный Русик, построенный русскими иноками за много веков до прибрежного Пантелеимонова монастыря. Сюда Силуан приходил для молитвенного уединения, для постижения суровой жизни в скиту. Здания цехов и мастерских,
где у Силуана, назначенного экономом, бывала в подчинении большая артель трудников и послушников. Монастырь Хиландар. В эту древнюю обитель неоднократно забредал он для бесед с сербскими иноками. Продовольственный склад возле пристани, здесь он нес послушание уже в старости. Гостиница и больничный корпус. Покой. Тут лежал в предсмертной стоме, и, казалось, море дышит на расстоянии протянутой руки. Монастырская усыпальница, или костница, как называют ее на Афоне. Сюда приходил, чтобы почитать псалтырь, помолиться о почивших братьев, что, как и он, чают жизни будущего века. И все же камни и стены монастырские могут рассказать о нем не больше, чем о тысячах других насельников русского Афона, теперь уже безымянных. Малограмотный крестьянин, сын крестьянина, чем же он выделился из общего круга здешних смиренных обитателей? За что прославлен церковью? Он избегал долгих и многолюдных бесед, всякий свободный час стремился посвятить умному молчанию. Казалось бы, делал все, чтобы память о нем навсегда иссякла вскоре после его кончины. Но однажды здесь, в монастыре, встретился ему молодой монах по имени Сафроний. Разговорились. Как молиться, отец Силуан, научите. Молиться за людей — это кровь проливать, ответил Силуан. Откуда власть у него и сила произносить такие страшные слова? Молиться за людей, кровь проливать. Что же за человек такой стоял перед ним? Ростом он был выше среднего, крупный, но не великан, вспоминает Сафроний. Сильный торс, крепкая шея, рабочие руки сильные, с большими ладонями и крупными пальцами. Красивый, округлый, умеренный лоб, взгляд спокойный, мягкий, по временам проницательно пристальный, часто усталый от многого бдения и слез. Но что за этой внешностью? Встреча поразила Сафрония, поразила настолько, что именно ему удалось раскрыть для всего мира душу старца Силуана, раскрыть ее великую тайну, лежащую за признанием: «Скучает душа моя о Боге, и слезно ищу Его». Позволим же мы себе сейчас хоть немного приблизиться к сокровеннейшему событию в житии преподобного Силуана. Итак, в самый первый свой афонский год он несет послушание на мельнице, тяжелое даже при его телесной мощи послушание. В монастыре ежедневно кормляется до 2000 паломников, рабочих, монахов. Одного хлеба сколько нужно напечь. Носить на помол тяжелые мешки с зерном, выносить из помещения мешки с мукой — труд привычный. Если бы только эта тяжесть. Главная тяжесть на сердце лежит. Сон не более 2 часов в сутки, остальное отдано молитве. Но как молиться, чтобы избавилась душа от наваждения, от приступов тоски и отчаяния? Неужели Бога невозможно умолить? Неужели никогда не дождаться Ему доброго ответа? Однажды, как пересказывает Сафроний, душа послушника погрузилась во мрак адского томления и тоски. В этом состоянии он пробыл около часа. В тот же день, во время вечерни в церкви святого пророка Ильи, что на мельнице, направо от царских врат, где находится местная икона Спасителя, он увидел живого Христа. Господь непостижимо явился молодому послушнику.
И все существо, и самое тело его исполнилось огнем благодати Святого Духа. От видения Симеон пришел в изнеможение, и Господь скрылся. Монахи, особенно афонский народ, строгий друг к другу, трезвенный даже до ревности. Первая реакция тех, кому послушник поведал о случившемся, была остужающей. Не соблазнился ли неопытный брат ложным видением, игрой воображения? И он понял, всей оставшейся жизнью обязан он подтвердить подлинность благодати ему явленной. Благодать не дается никому раз и навсегда в этой зыбкой, мимо текущей жизни. Значит, нужно смириться до конца, терпеливо, молитвенно ждать, пусть многие годы. Тогда-то и легло ему на сердце это постоянное, ненасытимое призывание. Душа моя жаждет стяжать Христово смирение и скучает по нем день и ночь. И иногда криком кричу: скучает душа моя по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. А внешне продолжал жить, как все остальные. Со ступени на ступень поднимался по лестнице невидимому миру подвига. Учился молиться не только за себя и за ближних своих, но за всякого человека, за весь мир. И за каждого из тех 200 рабочих, что были даны ему в подчинение, когда стал экономом. Вот Михаил оставил свою жену с детьми в деревне и здесь за гроши работает. Вот Никита только что женился, оставил молодую беременную жену и старуху-мать. Каково им было отпустить его? Помочь, и забрал за машиной машину, а наш русский мужик, коль работать не мог. Вот Николка, совсем еще мальчик, среди чужих людей ради нищенского заработка. Как должно скорбеть сердце родителей. О, в какой бедности и страданиях живет народ. И все они, как овцы заброшенные, никто о них не попечется. Научаются они всяким порокам, дичают, грубеют. Того, кто в наши дни приходит к этим стенам, не может не поразить громадность человеческих усилий, приложенных здесь. Люди не просто возводили цеха, мастерские, налаживали в них плотницкое, столярное дело, слесарное, литейное, гончарное производство. Они будто жили единым вдохновенным замыслом создать монастырь-град, сказочный град наяву, где обитают богатыри духа. 20 век не пощадил их замысла. Но и до ныне от этих полуразрушенных стен и сводов веет богатырской крепью. И камни не меньше, чем иконы или песнопения свидетельствуют о духовной мощи старца Силуана, русского первоборца со злом мира сего. Все меньше и меньше знали на Афоне о том, что творится в России, о войнах, мятежах, лихолетиях. Но сердцем старец чувствовал, молитвой прозревал. Если душа любит народ и жалеет его, писал он, то молитва не может прекратиться. Мне жалко всех детей на земле, и потому я плачу за всех невинных детей и сирот. Я плачу, дети, за мир и сетую о всем народе Божием.
После канонизации, увенчавшей духовный подвиг великого русского монаха XX века, когда появляются первые его иконы, на некоторых из них старец Силуан изображен плачущим. Нет, это не мирская слезливость. Это поистине святые слезы. Плач о несчастной родине, о всем мире, погрязшем в раздорах, слезное взывание к Божьей Матери и ее Сыну, о всех и о вся. О народы всей земли! На коленях припадаю перед вами и умоляю со слезами: придите ко Христу. Я знаю Его любовь к вам. Я знаю и потому кричу всей земле. Я старый, жду смерти и пишу истину по любви к народу, о котором скорбит душа моя. Быть может, хоть одна душа спасется, и за нее буду благодарить Бога, но сердце мое болит за весь мир. И молюсь, и слезы проливаю за весь мир, чтобы все покаялись и познали Бога, и жили в любви, и наслаждались свободою в Боге. Но способен ли такой мир расслышать крик святых одиночек, глаз вопиющих в пустыне? Не напрасны ли призывы молящихся за тех, кто лишен слуха и совести? Разве мы все не видели вождей, безумцев и беснования покорных толп? Чем и кем они были укрощены? Молитвой или бичом? Любовью или раскаленным металлом? Бессонными ночами старец Силуан доверяет своей монастырской тетрадочке все новые и новые просьбы заветы. Я видел земных царей во славе их, но когда душа познает Господа, тогда за малое будет почитать всю славу царей. Душа тогда непрестанно скучает о Господе и ненасытно день и ночь желает невидимого видеть, неосязаемого осязать. Есть они, есть в мире свидетельства, что слова афонского старца расслышаны. Его духовное богатырство все явственнее открывается чистым сердцам. Вот что говорит о Силуане еще один святой муж XX века, сербский митрополит Николай Велимирович. Этот дивный подвижник был простой монах, но богач в любви к Богу и ближним. Всякий раз, когда бывал на святом Афоне, я спешил с ним увидеться. Почитание преподобного Силуана распространилось не только в православных землях, но и во Франции, где именем русского монаха назван монастырь. И в окрестностях Лондона, где собирал материалы для книги о старце отец Афроний Сахаров, сам уже старец, светящийся отблеском славы своего наставника. Даже в Южной Корее есть теперь православный монастырь, где чтут память святого Силуана. А что сегодня у нас? На его родине, в селе Шовском, в 14 километрах от Лебедяни. На задворках его дома стоит поминальный крест. Именно тут, по преданию, монах Силуан отстроил себе келейку, когда в годину русско-японской войны вернулся ненадолго с Афона, ожидая призыва в действующую армию. На окраине Шовского по-прежнему сиротеет обезглавленная церковь. В далеком 1866 году в ней крестили будущего святого. В разворованной стране все никак не отыщется денег для ее восстановления. О, когда же ты поднимешься для новой жизни, оскорбленная, поныне оскорбляемая Родина? И по сей день не просыхают у тебя слезы сына твоего Семена Антонова, святого Силуана. И сегодня скучает по тебе и по Господу душа его. И сегодня сквозь завывание вьюг слышна его мольба: Господи, жалься, помилуй народ мой.
спасися душа.